Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского канала «Якутия-24» старая добрая программа «Один из нас», которую я веду с 2013 года, получается, да? Ну, а сегодня мы бы хотели оттолкнуться от событий, которые произошли 35 лет тому назад. И в гостях у меня несравненная Яна Иннокентьевна Угарова. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Вы один из столпов якутской журналистики, и как вы думаете, корректно ли ведущему программы отталкиваться от своих историй? 35 лет тому назад я выпустил маленький фильм, свой стартовый первый фильм, первую передачу, которая называлась «Белая лошадь». «Белая лошадь», и рассказывала она о популярных очень в то время молодых литераторах, поэтах, писателях, которые объединились в литературное объединение «Белая лошадь». Одной из героинь той программы были вы. Корректно ли мне упоминать собственное творчество, собственное, скажем так, портфолио? Ну, сначала я начну с того, что столпом меня никто никогда не называл. Надо привыкнуть к этому новому для себя и перейти туда. Я думаю, что за это время, за прошедшее, ты тоже стал столпом, Дима. Поэтому ведущему можно все. Можно все. Давай. Угу. Хорошо. 35 лет тому назад. «Белая лошадь» — это были в основном литераторы, которые писали на русском языке. Я тогда был студентом филологического факультета, отделения русского языка, как ни странно, да, после технического вуза. И все эти процессы, которыми руководил, в том числе и вы руководили, да, Яна, Алексей Козлов, собирал в Доме печати в «Молодежке» регулярно, по каждую неделю. По четвергам. Да, по четвергам участников объединения, и шли разговоры обо всем, на самом деле. Было суперинтересное время, когда реально можно было говорить обо всем, как угодно, и не стесняясь особо, скажем так, в формах проявления вот этого своего «я». Давайте вспомним немножко вот это время и о значении русского языка, который объединил на самом деле вот эту группу молодых и не очень. Да. Анатолия Швецова вспомним, ему было тогда уже под 50, по-моему, да? Нет. 40 было с чем-то. Ну, в любом случае, тогда... Выглядел он, конечно, на 50, но было ему 40. Да. Давайте вспомним немножко вот это время. Как вы относитесь к тому, что объединение литераторов на русском языке, оно стало таким, одним из заметных явлений? Я знаю, что на тему литературного объединения «Белая лошадь» написано немало дипломных работ, есть даже кандидатская. Вот, как это неудивительно. Почему «Белая лошадь»? Потому что в год «Белой лошади» это было образовано в 1990 году в редакции газеты «Молодежь Якутии». Редактором была Тамара Сергеевна Шамшурина. И ты прав, время было совершенно потрясающее, потому что тираж газеты доходил до 90 тысяч. Ее читали просто передавая из рук в руки. Ее не хватало. Вот. И все самое лучшее, передовое, проходило вот на 3-м этаже Дома печати в редакции вот этой газеты. В том числе было такое литературное объединение «Горизонт», в которое входили ныне уже классики, такие как Владимир Николаевич Федоров. Вот. Но эта форма, она как-то постепенно, скажем, изжила себя, и было решено, что надо как-то собирать молодых. И тут на горизонте появилась, вместо «Горизонта» на горизонте появилась выпускница литературного института московского Марина Тищенко, которая, наверное, я думаю, она предложила именно нашему редактору сделать такое литературное объединение и стала собирать молодежь. А я проходила практику или уже работала в газете «Молодежь Якутии». Поэтому, естественно, я была одной из первых. Вот. И вот сначала Марина была одна руководителем, а потом Алексей Козлов, ныне кинорежиссер, киноакадемик, а тогда тоже выпускник, по-моему, литературного института. Он присоединился к Марине, и такая очень была мощная. То есть у Марины была больше теоретическая какая-то база, а Алексей, он руководил нами так как-то идейно. Вот. И я тут хочу заметить, что там были вообще не литераторы,
как таковые по профессии, да, таких прямо литераторов фактически и не было. То есть там были и, допустим, милиционер Владимир Арасуцев, энергетика господи, как же он назывался, механик тепловых котлов ТЭЦ Алексей Кулачиков, да, Айсен Дайду, я не помню, чем он там занимался, Анатолий Швецов вообще был без определенного места жительства и работы. Что называется, бывший интеллигентный человек. Да. Вот. Экономист Лена Захарова, студентка музыкального училища Матрена Григорьева, да, и студенты были Олег Чермышенцев, Кирилл Алексеев. Ну, я вот назвала, так скажем, выпускница МГУ геологического факультета Света Козловская, Олег Милюков, да. То есть такие люди, в общем-то, таких прям поэтов, вот конкретно литераторов там и не было. И люди были разносторонне талантливые, то есть многие из них рисовали, как Айсен Дайду, Володя. А, еще был ювелир Коля, прям ювелир, ну, он ювелиром, наверное, потом стал. Вот, ну, то есть более-менее близкой к литературе была я, поскольку, ну, я была журналистом, скажем так. Вот, Марина давала задание, типа, вот к следующему четвергу напишите на такую-то тему. И потом это прямо разбирала вслух, и мы сидели и слушали, и думали, летучки прямо, надо же, как можно написать. Это было интересно. Либо написать надо было сразу, да? То есть это были задания, это были прям такие, как уроки. Вот с этого началось. А потом постепенно вот мы решили, что мы можем уже назвать себя. Было решено, что год белой лошади, давайте будем белые лошади. Вот. Ну и потом появилось такое выражение, как «белые лошадники». И очень интересно, что, естественно, произведения участников «Белой лошади» печатались в газете «Молодежь Якутии». Потом их стали печатать в журнале «Полярная звезда». И более того, да, это, наверное, один из первых таких вариантов, когда поэты и писатели вышли в люди. То есть было много выступлений в библиотеке Пушкина, тогда еще не была национальной библиотекой. И русский театр, полный зал собрала «Белая лошадь» на одно из своих выступлений. Вот, то есть как бы в люди, там, на площадях там, выходили. И народ с удовольствием внимал. Время было такое, когда вот это вот печатное слово, поэтическое слово, оно было важным. Тут я еще хочу, наверное, надо обязательно добавить, что до нас, исторически это справедливость восстановить, был такой Август Муран. Да, я вот как раз хотел вспомнить его полный Государственный театр оперы и балета, залы, в несколько выступлений в день. Он же был публицистом, да? Нет, он был поэт. Он да, дипломированный. Август съездил, нет, я не думаю, что дипломированный, он съездил в Париж. Приехал оттуда очень вообще красивый, элегантный, в белом костюме, с такими волосами. Он ходил с тростью. Я помню, что в Доме печати висела такая большая афиша, да, Август Муран, там какой-то вечер. И девочка, ну, наверное, студентка, да, просто с таким восхищением смотрела на эту афишу, да, с таким обожанием просто, да. То есть вот если бы как бы мой глаз сфотографировал это, и эту фотографию можно было бы показать, она бы передала вот ту степень обожания поэтов в то время. Я, как обозреватель, хочу подчеркнуть, что тогда были, это 90-й год, 91-й год, были тогда на слуху, на памяти события 86-го года, которыми многие попрекали потом в постсоветском пространстве, да, типа вы, Сахалар, развалили Советский Союз, да, ну, в смысле, определенные события межнационального характера. И в связи с этим... Еще раз, автобусы, вот середина, конца 80-х, запрет говорить на якутском языке со стороны бабушек, ну, такой нативный запрет, да, какие-то достаточно острые моменты, это уже наша история, это уже 40 лет тому назад, и, в принципе, можно говорить об этих событиях без какого-то трепета душевного и так далее. Они были и были. Поэтому... Не кажется ли вам, что вот эти события, какие-то разборки между студентами городской молодежи и так далее, они наложились и повлияли как-то, что вот такие заметные явления, они шли на русском языке? Трудно. Вообще я хочу сказать, что в 90-м году, да, среди участников «Белой лошади»
О событиях 1986 года Никто не вспоминал. вообще никоим образом никто вспоминал. Это было уже настолько давно и настолько неважно, да, то есть события настолько стремительно развивались. Это вот я, знаешь, как вот скажу, что вот как наша последняя пятилетка, да, начиная с ковида, потом СВО, вот сейчас вот как бы там... Все очень стремительно. Да, исчезновение мессенджеров, там запреты и все такое прочее. Вот настолько все быстро развивается, да, и таким же образом это были вот конец 80-х, начало 90-х. Это просто было что-то настолько стремительно, все менялось мода, менялись взгляды, то есть от полного неприятия до полного обожания вот так вот было, да, от любви до ненависти и обратно. Вот, поэтому я не думаю так, да. И потом вообще как бы вот если пуститься в воспоминания, поскольку я живу на этом свете уже очень давно, и живу я в городе Якутске преимущественно, потому что я здесь родилась, выросла, закончила школу, училась я в городе Свердловске 5 лет, и вот как раз в это время произошли вот те самые события, вот, из-за которых студентов якутской национальности вызывали и имели с ними беседы, то есть чтобы посмотреть, нет ли там каких-то... Тебя тоже коснулось это Свердловск? Да, немножко да, ну, в смысле... На беседу вызывали? А поскольку настроения были уже такие, ну, это же была перестройка, ветер свободы, да, то мы так это могли, так сказать, ну и что? Это все, да, это все как бы нормально, это правильно, да. И даже это вот среди моих вольнолюбивых однокурсников, однофакультетников, это было даже молодцы. Правильно? Ну, в смысле, вот как-то так даже. Ну, настроения были такие. Я сейчас не буду оценивать, хорошо это или плохо, но настроения были такие. Что касается русскоязычной литературы, да, тут надо иметь в виду, что задолго до «Белолошадников» был же такой прекрасный поэт Алексей Михайлов, русскоязычный. Да. Да, великолепно, ему вообще принадлежат замечательные строки, в том числе о Якутске. Вот. Потом был такой Сафрон Осипов. То есть, и безызвестный. Да, и никаким образом это 86-го года не касалось. Да? Просто надо иметь в виду, что вот в 60-е, 70-е годы была такая тенденция среди якутской интеллигенции, что надо своих детей учить исключительно на русском языке, ориентировать на русский язык. Да? То есть я просто в этом месте, в последнее время я очень часто об этом рассказываю, да? Я хочу сказать огромное спасибо своим родителям, особенно моему папе, который говорил, что дома мы говорим по-якутски. Потому что если бы не мой папа, да, а вот вся вот эта вот общая политика, эта мода, да, я бы вообще не знала якутский язык. Потому что везде садик, школа, музыкальная школа, все кружки, все на русском языке. И на якутском языке, ну, как-то в автобусе заговоришь, типа, не говорите, говорите по-русски, чтобы все понимали, вот так тебе могли сделать замечание. Я вот это упомянул. Причем была еще тенденция, при назначении на руководящие должности учитывалась национальность супруга, да, или супруги. Я не знаю. Кадровая политика советская, она, знаете, отличается от нынешней, и, может быть, и в лучшую сторону, где-то, наверное, и в худшую сторону, но не раз упоминается вот такое вот требование. Да? Смотрите, Якутск конца 80-х и 90-х, еще раз, ну, даже если отойти от этой временной рамки, Якутск всегда был билингвальным местом. Да? То есть способности билингва могли здесь развиваться, потому что, ну, в какой-то мере, пусть дома, да, в тесном каком-то кругу, но язык якутский, родной наш Сахатыла, да, он всегда имел достаточно возможностей для того, чтобы не поникнуть, не пропасть, не исчезнуть как таковой. Ну, вообще, смотря правде в глаза, поскольку я вот последние 3 года очень тесно занимаюсь темой сохранения и продвижения якутского языка, то я много общаюсь с языковыми активистами, слушаю, и довольно часто мне кажется, что они говорят, это как какие-то параллельные миры. Есть мир, в котором люди хотят, чтобы якутский язык был абсолютно чистый, без употребления иных слов, да, с других языков. Вот. А между тем есть другой мир, допустим, вот моих ровесников, позже, поколения моих детей, да, которые, им вот это вот, да, как до Луны вообще. То есть поэтому насчет того, что
Ну, в общем, во времена моего детства, да, как бы то, что сахалар не говорили по-якутски, это было в порядке вещей. Не то, что не говорили, не понимали. Это было нормально. Вот. Сейчас это кажется, ой, это, ну, как-то, ну, типа, как это? Сахаболам баран, сахалыбить беккен, да? А тогда это было нормально. И поэтому на самом деле все потихоньку шло, если бы не Михаил Ефимович, его политика, да, все шло к тому, что это могло вообще уйти. То есть уйти вообще в деревню и в Улусы, да, и все, и как бы и там только и остаться. А город бы говорил только на русском языке. Был такой риск, я осознаю вполне это, да. Но вот вы упомянули то, что две параллельные вселенные, да, где требуют. А мы помним якутский язык, сахаталын, где были слова заимствования. Это было в порядке вещей. Да? Где детский сад, Сахалы тоже назывался детсад, да? И школа тоже называлась школа. Да? Сейчас требуют, чтобы говорили огуян. Оюлук, там, да, уярсикиме. То есть вам, как обозревателю, как человеку, свидетелю эпохи, не кажется, что это излишние требования, навязывание каких-то неологизмов, каких-то новояза какого-то, да, в свете того, что языковая политика очень многим сахаязычным не нравятся вот эти вот урбанит и так далее. Ну, я начну с того, что вот эти вот угуян, урбанит и оюлук, они уже вошли в язык, да, как и многие... Принудительно, но вошли. Многие другие выражения. Тут на самом деле надо вот разделять, да. Есть такие вещи, которые навязываются. На самом деле я не знаю кем, да, ну, как бы, ну, так считается, да. А есть вещи, которые просто входят легко, как нож в масло, входят в обиход, да. И мне кажется, надо приветствовать то, что народ принял. Ну, потому что мне, например, угуян нравится, куярситимя, ну, как-то нормально, да, вот. А есть такие, там вообще просто, когда говорят «республике», да, вот, коверкая, вот такие вот вещи мне как-то вот не по себе. Но, понимаешь, как бы вот в этом случае я не могу назвать себя компетентным человеком, но я просто знаю, что есть, как бы, есть комиссия по терминологии, там вот есть такие серьезные люди, которые сидят, заседают, принимают, надо, не надо. Есть, на самом деле, замечательные ученые, которые этим вопросом занимаются. Вот, поэтому, но другой вопрос, я считаю, основная проблема, наверное, сегодня вообще вот в языке и во многих других отраслях тоже, да, недостаток информации. Вот если бы я сейчас не была в теме вот этого вот продвижения якутского языка, я бы не знала вот ни об ученых, ни о комиссии по терминологии, ни о том, что делается очень много для сохранения языка. Да? Но вот жалко, что у нас вот нету единого окна, через которое мы все бы это узнавали и понимали, что это не вот так вот кому-то вздумалось, да, и взяли и слово внесли. Там на самом деле серьезный такой процесс, такой многоступенчатый, вот, и в том числе вот, как, мне кажется, тоже есть как своего рода эксперимент, войдет язык, в язык это слово или нет. Такое тоже имеет место быть. Ну, знаете, в роли подопытного кролика себя ощущать как-то тоже всегда неудобно, да, неловко. То есть вот эти неизвестно кто, да, не навязывает, а предлагает, скажем, вводить. Ну вот просто захотелось ему. Вот так вот. И давайте попробуем. Ну, Дим, это не так. Я сейчас вот не буду, поскольку я не могу прямо сейчас точно сказать вот эти вот ступени, да, вот эти этапы, да, поэтому я не буду вот на эту тему рассуждать, но я хочу сказать, что есть слова, которые входят легко, а которые не входят. Есть еще тексты, в которые я вот, например, даже вслух не понимаю, потому что слишком много для меня непонятных слов. В языковой среде очень важен этап, когда только-только вот подрастающий человек, который начинает только ощущать себя человеком, да, он окунается в некую языковую среду. Ну, я про детей, про наших детей, про внуков. Как вы думаете, вот работа в направлении сохранения языков, которую мои коллеги тоже активно проводят, да, вот переводы мультфильмов и так далее, авторские мультфильмы на якутском языке, да, насколько они благодатную почву падают?
Ну, тут я опять начну издалека. Сахалы, длинная бородатая история, да, как якутские тосты. Вообще, почему я занялась темой сохранения, продвижения якутского языка? Это случилось, когда стал подрастать мой внук. У меня есть замечательный внук Серафим Андреевич. Вот. Я поняла, что если его бабушка ничего не сделает в этом направлении, то есть риск, что Серафим Андреевич никогда не будет знать язык своих предков. Вот в данном случае я не буду говорить слово «родной язык», потому что все-таки родной язык — это тот язык, на котором человек начал говорить. Да? Поэтому я не могу сказать, что якутский язык его родной, потому что он говорит на русском языке. И вот на примере Серафима Андреевича я вот просто стала думать, каким же образом вот абсолютно русскоязычный ребенок, с которым родители говорят по-русски, у него везде русское окружение, русское полностью пространство, да, на котором якутский язык просто настолько редко встречается. Вот. И как бы вот на мой этот посыл во Вселенную, видать, Вселенная откликнулась, и на меня вышли языковые активисты с большим стажем и предложили: давай вместе работать. Вот ты как представитель русскоязычных сахалар, давай будешь с нами это взаимодействовать. И это очень легло на благодатную почву, потому что мне на самом деле очень хочется, чтобы мой внук все-таки получил возможность знать язык предков. Вот. И 3 года вот я активно занимаюсь тем, чтобы была какая-то языковая среда, был языковой ландшафт, чтобы встречались какие-то надписи на якутских языках. Ну вот хотя бы, например, взять наш основной проект, это в 2024 году при поддержке мэрии мы сделали проект «Просвещающий маршрут», по которому на 68 остановках автобусных города Якутска появились цитаты выдающихся деятелей Якутии на 2 государственных языках. Вот. Это вот был наш первый проект, и теперь вот мы работаем активно с предприятиями, организациями, чтобы вывески были по-якутски тоже, да, чтобы объявления были какие-то, чтобы ролики, кстати, чтобы ролики НВК «Саха» по продвижению якутского языка показывались тоже вот сейчас везде экраны. Вот, и спасибо некоторым организациям нашим, ну, в частности, например, МФЦ, которые вот это внедряют. Да? Вот. И возвращаясь вот к теме, насколько полезно, да, Олег Олегович Марков, когда я спросила у него совета, вот что сделать, чтобы ребенок стал прислушиваться и знать якутский язык, он мне сказал: а пусть у тебя фоном всегда НВК «Саха» играет. Да? Вот. И со временем я стала включать «Току», детский телеканал «Току». И очень интересно, что внук стал смотреть. И вот он даже приходит ко мне и говорит: включи мне «Току». Да? При том, что как бы он не понимает пока, да? Но вот очень хорошо прислушивается. И временами оттуда что-нибудь говорит. Ну, счет у него есть, например, да? Какие-то слова там «харсир», там «кыс», «уол», вот это вот он знает. Да? Он даже знает слово «уол бердеденбидер». Вот. Поэтому мне кажется здорово, что есть такой детский телеканал. Я прямо вообще просто счастлива, что он есть, потому что, допустим, если бы его не было, а куда вообще, куда, где может ребенок послушать это, да? У которого абсолютно русскоязычная среда. На самом деле, мои коллеги, которые работают и на детском канале, которые и в руководстве продвигают вот эти вещи, они в свое время, то есть еще до событий 22 года и так далее, когда запреты некие на платформы определенно вступили очень неравный бой с мощными цифровыми платформами. Да? Потому что окружение цифровых платформ в то время у детей было 100%. Майнкрафт, извините меня, там и все прочее. Да? И здесь вот появляется такая капелька, да, вот только появляются вот эти переведенные мультики, пусть продукт это, скажем так, не 100% собственного производства, но перевод уже в погружение в языковую среду, я считаю, что дает очень-очень-очень много именно для детей, именно для вот как раз ровесников Серафима Андреевича. Да? Поэтому я приветствую
начинания моих коллег, приветствую те усилия, которые прикладываются. Я знаю прекрасно всех специалистов, которые в этом направлении работают. И просто еще раз встал бы сейчас и поклонился бы очень низко за то, что за все то, что они делают. Я просто сделаю такой реверанс. Это на самом деле очень многое значит. Да? И вернемся к истории, ну не билингвов, а внезапно захотевших говорить на родном языке, сахалар, да? Среди них есть очень значимые, на самом деле, персоны, медиаперсоны, не мне вам указывать, кто конкретно, да, которые публично признаются в том, что многое упустили, не овладев в свое время родным языком. И друзья наши вообще тоже, в принципе, это мнение выражают. Давайте прокомментируем вот это. В смысле, вопрос в чем? Вопрос в том, что... Осуждаю я их или Нет, не поощряю? осуждение, а чем это вызвано? Генезис вот этого явления. Ну, жил себе человек, не нуждался, грубо говоря. Да у него окружение 100% там английское. Ну, допустим, вот жил себе человек по имени Яна Угарова и не утруждался, да, вот. И три года назад петух клюнул, и вдруг она стала заниматься темой. До сих пор люди говорят: а ты вообще, оказывается, знаешь якутский язык с таким удивлением, да. Опять же, предыстория. Предыстория такая, что вот благодаря... Я со своими родителями по сей день говорю исключительно на якутском языке. И спасибо им за то, что они меня всегда поддерживают в этом. Да? Но когда я выходила из дома и пыталась где-нибудь говорить, например, в школе, там еще где-то, мне говорили, что у меня страшный акцент, я неправильно говорю, и типа, говори лучше по-русски. Ну, как бы, в лучшем случае вот так вот, да? Вот. И я думаю, что с этим столкнулось большинство людей, которые замкнулись. Даже другое слово, заткнулись, да, перестали говорить на якутском языке, потому что им вот это вот в лицо выражали. Сейчас у нас же с некоторых пор еще есть комментарии. С некоторых. Да, хейтеры есть, которые вот попробуй что-нибудь неправильно, не то сделай, не то скажи, всегда найдут за что покритиковать. Вот. И это, конечно, заставило замкнуться огромное количество людей, которые, в принципе, могут говорить. И тенденция последних лет, я считаю, что Сахат ЛА-400 внесли свою лепту в то, чтобы перестали вот этот хейт просто нагнетать, да, и люди стали говорить, пусть неважно, пусть с ошибками, пусть половина по-русски, да, пусть с акцентом, но пытаются говорить и хвала им, и респект за это. Потому что только так мы прорвемся. Вот. И я даже вот как бы в пример, наверное, приведу Анатолия Аскалоновича Семенова, да, который, когда начинал это, боже мой, его просто закидывали помидорами, вот, но он прорвался через это, и сейчас вот мы прямо ставим его в пример, говорим... Вот, кстати, у него уровень очень сильно возрос. Да, молодец, молодец. А я просто помню его студентом, но он совсем, по-моему, не говорил, а сейчас я считаю, что прекрасно, это очень связанная, хорошая речь. Вот. И вот если бы мы поддерживали вот людей, которые пытаются, да, не критиковали их, но вообще это есть вот эта тенденция. Я прямо это чувствую по себе, что перестали так уже, знаешь, это акцент, там, то сё, на какие-то ошибки упирать. Говорят: молодец, что говоришь, говори, продолжай там, это, нормально все, давай. И это здорово. Надо продолжать вот это. Надо продолжать, конечно. Это ужасно. Да, причем это же зачастую очень звучит из уст старшего поколения. Зачастую не наши ровесники, не более молодые и так далее, а поучающим тоном звучит это еще раз со слов старшего поколения. И это вдвойне обидно, вдвойне горестно, что они, не дожив до таких седин, да, не обнаружили в себе мудрости поддержать хорошее начинание, не обнаружили в себе силы дать своим отношениям, своим
подходом более такое бережное отношение именно к такому тонкому явлению, как родной язык. Да? Потому что языковая среда, она везде сейчас терпит, ну, не знаю, очень большое воздействие глобализма. Да? Возьмем даже тот же великий, могучий русский язык. Да? Я в социологии иногда подрабатываю, и проводили по языковой политике исследования, и был такой факт. Год от года нещадно падает уровень оценок по ЕГЭ именно по русскому языку. Вроде бы, да, вроде бы везде там и вывески там и так далее, среда более чем благоприятная, да, запретили там англицизмы, дают какие-то плюшки за брендинг именно на русском языке, да, но тенденция остается тенденцией. Воздействие все языки, даже английский, международный язык, он терпит ту же степень воздействия, что и другие языки. Я вот в этом месте, наверное, поспорила бы... Ну, нет, сначала я бы согласилась, сказав, что влияние соцсетей вообще на любой язык, оно очень имеет значение. Да? То есть потом в соцсетях у нас кто сейчас? Стендаперы. Везде стендаперы, которые ограничиваются, там, я не знаю, очень маленьким словарным запасом и очень много нецензурной лексики. И на это ориентируется, к сожалению, подрастающее поколение. Я тут немножко так это как-то возрастное... Поморализую, да? Да. Включу. Это, конечно, имеет большое значение. Про английский язык я вообще хочу сказать, вот как бы... позволю себе покритиковать, да, что на самом деле английский всегда, почему он стал таким очень распространенным мировым явлением, потому что вот есть такое, это не я придумала, да, что достаточно 300-500 слов, да, по-английски, значит, чтобы изъясняться, да. Но русский, он никогда не был таким. То есть русский настолько богат всякими вот фразеологизмами, всякими там образными вещами, да, что там на самом деле мне, вот как человеку, который является русскоязычным журналистом, очень обидно, конечно, за русский язык. То, что с ним происходит. А более всего мне обидно, ну ладно, пусть говорят по как-то ограниченным количеством слов, ладно. Но вот то, что подрастающее поколение использует ненормативную лексику, причем я на самом деле не против категорически, чтобы так вот категорически нет. Если того требуют обстоятельства, там, если ты хочешь выразить степень возмущения, да, высокую степень возмущения, либо степень восхищения, да, то в принципе... Почему бы нет? Да, это может быть очень к месту. Но когда этим заменяется буквально все, вот я категорически против. И вот я в этом месте Андрея Анатольевича Высоких очень поддерживаю в его стремлении бороться в нашем городе против мата в общественных местах. Еще я хочу сказать, что вообще существует административная ответственность за нецензурную брань в общественных местах. К сожалению, большинство людей об этом не знает, тем более школьники не знают. Если бы, допустим, у нас где-то были такие объявления, что административный штраф за мат столько-то, столько-то, да, возможно, они бы поменьше употребляли этих слов. Потому что это, наказуемо. А они считают, что раз эти стендаперы там выражаются, то они тоже могут в обычной жизни так говорить. Дурной пример заразителен. Точно. Скажем так. Как вы считаете, тренд на языковых активистов, да, вообще языковые активисты, они же совершенно разные. Есть люди, которые подарили нам тотальный диктант, да? Языковые же активисты. Языковые активисты. Есть языковые активисты, которые продвигают Сахатула-400. Да? Языковые активисты. Как вы думаете, этот тренд будет ли... первые годы, когда тотальный диктант вводили, было же супер модно, да? Не думаю, что идет спад. Я думаю, что сравнение тотального диктанта и общественной деятельности немножко неправильное, потому что общественная деятельность, либо она есть, либо нет. Вот я как
как общественник, скажем, со стажем, я всю жизнь как-то занимаюсь какими-то общественными делами. Вот, я думаю, что старшее поколение журналистов помнит конкурс-фестиваль «Молодая пресса», например, для журналистов, который мы проводили на общественных началах. Это было, да. Вот. А теперь я понимаю, что есть как бы темы, которые вот необходимо решать сейчас, чтобы как бы язык совсем не пропал. Вот. И в ближайшее время, пока я считаю, что это нужно, это важно, и это может быть результативно и эффективно, я буду этим заниматься. То есть и поэтому на твой вопрос про тренды, да, меня никогда не интересовали мода и тренды. Я занялась этим, потому что я хочу, чтобы... Ну, сначала началась личный мотив был, чтобы для внука, для его будущего. А теперь, как бы, когда я увидела проблему вот, более объективно, я понимаю, что там очень много над чем работать. И по мере своих сил и возможностей я буду этим заниматься. Но опять же, я не говорю, как это, никогда не говори никогда, или всегда говори всегда, да, что всю жизнь там положу на алтарь. Нет. Ну, пока я считаю, что это эффективно, я буду заниматься. Спасибо огромное, что в конце, еще раз, мы увидели настоящую, слегка возмущенную, сложившимся порядком вещей, сложившимся мироустройством Яну Угарову, еще раз. Ты не видел меня возмущенной, Дима? Нет, ну, в пределах парламентских, особенно после Ильтумена, да, это хороший уровень экспрессии, хороший уровень подхода, хороший уровень, еще раз, то, что я вижу, что это у тебя внутри. Я вижу, что ты пропускаешь это через себя, через свое сердце, через свою душу, через своих родные связи. И это заслуживает того, чтобы, ну, еще раз, я тоже сделаю реверанс в твою сторону за всю твою деятельность, которая и за журналистику, и за белую лошадь, и за языковой активизм. Так держать. Махтал бол. Да, спасибо. Это была программа «Один из нас» и его ведущий Дмитрий Аргунов. Увидимся через неделю.